одно из таких важных моментов – это не стать гринвошером. Это когда экологичное подменяется псевдоэкологичным. Меня зовут Екатерина Лобановская, я организатор Белгородского баркэмпа, который не состоялся. Поэтому мы решили записать наших спикеров, которых мы пригласили в Белгород, сюда, на Белгородское водохранилище, и поговорить о важных насущных темах прямо здесь. В гостях у нас Мария Малороссиянова, это координатор движения «Эко», и сегодня с Марией мы поговорим об экологии и экологичных проектах, которые можно делать в маленьких регионах, такой как Белгород. Привет! Привет, Катя. Да, у нас такая сложилась ситуация в Белгороде, что у нас нет крупной экологической организации, которая могла бы отслеживать какие-то проблемы в этой сфере и, соответственно, помогать гражданам защищать свои экологические права. Дело в том, что организация, безусловно, не нужна для того, чтобы отстаивать свои экологические права. И практика показывает, что эффективнее всего отстаивают свои права именно жители, когда они объединяются, когда они понимают, как объединиться, как коммуницировать, как транслировать свою позицию, как отнестись к своей деятельности как к проекту. И вот если они все это выстраивают правильно, у них получается добиться многого. Хорошо, тогда для чего нужна экологическая организация в регионе? Во-первых, можно подумать, что есть теория малых дел, что я маленький человек, живу в городе, здесь нет инфраструктуры, но я делаю то, что могу, не знаю, не использую пластиковые пакеты, экономлю воду, выключаю за собой свет, и, казалось бы, этого достаточно. И на индивидуальном уровне очень здорово. Например, меньше ем мясо и покупаю в магазине только то, что необходимо, не покупаю лишней еды, вот такие всякие простые вещи. И рано или поздно практически любой человек сталкивается с тем, что нарушается среда его обитания, либо что-то происходит с воздухом, либо человек понимает, что какая-то проблема с водоемом, где-то загрязняется водоем, и сталкивается с тем, что или вырубаются деревья, или что-то нарушается, правила благоустройства, которые раньше человека устраивали, и вдруг что-то идет не так. И тут выясняется, что одному человеку очень сложно что-то сделать, да, и не всегда работают такие регламенты, как предписывает нам нормативные акты. Не всегда ты можешь пожаловаться, написать обращение, даже если ты знаешь, как это делается, в надзорный орган, и проблема будет решена. Возможно, проблема носит системный характер, и ее очень трудно решить в одиночку, и необходимо какое-то количество людей, которые распределят между собой задачи и отнесутся как к проекту, к задаче защиты своих экологических прав. Такое объединение создать может быть сложнее, если до этого была такая атомизация в обществе, когда все были поодиночке и не складывалось это сообщество. А если человек пытается на уровне соседей больше общаться, устраивать какие-то совместные мероприятия, такие очень, очень местные, очень локальные. Это не значит, что нужно создавать что-то такое масштабное, невероятное, городской фестиваль. Просто сделать чаепитие с соседями, устроить какой-нибудь соседский шеринг, устроить Шеринг – это что? Обмен какими-нибудь вещами, растениями, книгами, игрушками. Дети очень любят, дети очень быстро подхватывают такие практики, обожают обмениваться между собой игрушками. И всякие такие маленькие мероприятия, маленькие праздники, они создают это сообщество, и когда оно уже есть, то проще как раз переходить на отстаивание своих экологических прав. Допустим, мы живем в Белгороде, и я понимаю, что воздух испортился, мне это не устраивает. Что я могу сделать? Как быть мне как человеку? Я понимаю, что я маленькая единица, которая, наверное, никак Роспотребнадзор ничто с ним не сделает. У людей абсолютно нет представления о том, на что они имеют право, что является
неправильным, да, что если вот ты живешь, ты воспринимаешь это как норму, а на самом деле это не норма, да, например, грязный воздух. И это, конечно же, сложно, поэтому сложно вовлекать людей в такие процессы, да, которые связаны в том числе там, с улучшением воздуха в городе. В то же время сейчас замечательно идет такой процесс развития сообществ, именно связанных с проблемами загрязнения атмосферного воздуха в городах. Началось оно с Челябинска. В Челябинске была создана карта мониторинга, люди ставят датчики, обычные простые жители, и когда их становится много, то получается уже какая-то более-менее полная картина. Во-первых, они видят, что не один, не один. Во-вторых, уже данные, которые невозможно игнорировать. Чего добиваются люди? Люди добиваются открытого, во-первых, усиления, совершенствования государственных систем мониторинга. Проблема-то в чем? В том, что государственная система мониторинга заточена на то, что либо выездные, либо стационарные точки, которые берут пробы воздуха, не в то время, когда идут выбросы с предприятий, не берут там, в определенные часы, когда точно предприятия делают выбросы, и получается очень субъективная картина, которая не отражает реальности. И хотя, если посмотреть государственные доклады, мы анализируем в нашей организации эту информацию тоже официальную, если посмотреть государственные доклады, даже они показывают, что ситуация с воздухом в нашей стране очень серьезная. Есть регионы, где более 70% жителей живут в состоянии загрязненного атмосферного воздуха. И это очень серьезно влияет на статистику заболеваемости, смертности. И прямо это, корреляция это прослеживается по государственным докладам. Поэтому проблема очень серьезная, и важно заниматься и экологическим просвещением, рассказывать людям об этом, и в то же время можно организовывать такие маленькие сообщества, которые со временем будут разрастаться во что-то большее, во что-то серьезное. Конечно, мы начинаем с себя, само собой, да, если ты... И в то же время получается, что когда... и, безусловно, дальше идет вовлечение других людей, там вовлекаются твои родственники, твои соседи, твои друзья постепенно, очень много таких примеров, когда это происходит. Со временем вот эта вот масса людей, которые что-то изменили в своих привычках, она разрастается и становится значимой. В то же время вот неизбежен такой этап перехода на новую ступень, когда кроме того, что уже недостаточно что-то делать только на индивидуальном уровне, ты понимаешь, что если ты не будешь обращаться к бизнесу, то бизнес не изменит, например, торговые сети не будут применять более экологичную упаковку. И тебе придется покупать какие-то продукты в этой упаковке, которые ты не сможешь дать на переработку. Соответственно, тебе приходится начинать взаимодействие, приходится убеждать бизнес что-то изменить. Вот этот раздельный сбор, который все-таки каким-то образом начал появляться в нашей стране, изначальный импульс ему задает общество. И те процессы, которые идут, они тоже это общество двигает. Любые привычки, которые нужно изменить или можно изменить, они требуют усилий, меньших или больших усилий, и каждый делает то, что ему по силам. У кому-то по силам сортировать, кто-то не имеет такой возможности моральной, да, перестроить себя. В то же время эти усилия, они важны, потому что мы сейчас пришли уже к такой точке невозврата. Это такой штамп. В то же время мы находимся в этой точке, и мы понимаем, что придется это делать. Нам придется это изменить рано, и уже может быть поздно. Единственное, что сейчас для того, чтобы изменить наши привычки, наше поведение массово, нам не хватает, безусловно, инфраструктуры. И опять мы идем к тому, что без вот этого взаимодействия, без обращения, без коммуникации с властью, с бизнесом, этот путь будет идти сложнее. В регионах за последнее время ситуация с какими-то активистами, с экопроектами, она улучшается или наоборот, она стоит на месте, или от чего это в том числе зависит?
Ну, может быть, последний год он как-то изменил какие-то вещи, да, стало сложнее организовывать массовые мероприятия, которые, вот, несмотря на то, что считается, что проведение мероприятия это не точка изменения, тем не менее, вот такие там, экологические фестивали, объединяющие людей, они, на мой взгляд, имеют такое важное значение для городских сообществ. В то же время появились новые какие-то вещи, новые проекты, которые сейчас развиваются в регионах очень усиленно, быстро и много где. Сейчас, например, в десятках городов появляются экоцентры. Их создают либо социальные предприниматели, либо волонтеры, которые становятся социальными предпринимателями, то есть волонтеры, которые переходят на новую ступень. Что такое экоцентр? Экоцентр – это такая эколого-просветительская площадка, куда можно принести в городе много видов вторсырья. В то же время там есть какие-то просветительские активности, либо там какие-то выставки, или проходят какие-то лектории. Там, это также в то же время это и культурная площадка, там приходят туда гости разные. То есть такое общественное пространство с прицелом на экологию. Да, именно так. Какой толчок должен быть в регионе для развития там, отношений экоактивистов и власти, для того, чтобы вот появлялись такие проекты, как в регионах, где они уже есть, например, те же самые экоцентры? На мой взгляд, все может начинаться с каких-то микропроектов, вот этого соседского сообщества, организаций на уровне небольшого поселка или дома. Если где-то люди начинают что-то делать, и власть видит, что это хорошо, да, ничего опасного в этом нет, то есть люди просто объединяются для того, чтобы делать что-то полезное. Более того, это оказывается полезно и в том числе и администрациям местным. И администрации начинают понимать, как это можно использовать, в хорошем смысле использовать. И дальше идет уже поддержка таких проектов. То есть, друзья, экоактивисты не страшные, да? Ну, иногда приходится в этом кого-то убеждать. И этот процесс, он может занять какое-то время. То есть нет, очень редко, то есть вообще, наверное, никогда такого не бывает, чтобы раз и снова сразу какой-то масштабный городской проект, который сразу охватывает весь город, и вот тебе что-то невероятное. Есть в Москве центр «Собиратор», который делает очень много услуг для бизнеса, собирает 100 фракций на переработку, устраивает регулярные экскурсии, у них есть музей свой, участвует в разных мероприятиях. Это такая прям крупная, хорошая, очень крепкая организация. Но родилась она из чего? Она родилась из волонтерских дворовых акций по сбору вторсырья и чаепитий соседских. Вот, пожалуйста, вот такой большой путь нужно пройти, чтобы прийти к этому. Малый бизнес. Конечно, после пандемии особенно малому бизнесу пришлось очень тяжело. Многие предприятия малого бизнеса закрылись, некоторые до сих пор только выходят на какое-то стабильное свое положение. Скажи, пожалуйста, что минимального может делать малый бизнес, при этом не тратя огромное количество средств для того, чтобы быть более экологичным и не причинять меньше вреда, назовем так, экологии? Я думаю, что у малого бизнеса есть мало действительно инструментов, потому что приходится экономить. В то же время у малого бизнеса есть замечательная возможность – это коммуникация с клиентом. Малый бизнес может внедрить какое-то одно небольшое решение, но грамотно прокоммуницировать при этом. Малый бизнес может сказать: мы вам не выдаем больше одноразовые соломинки, потому что мы не хотим загрязнять окружающую среду, потому что они не перерабатываются. И вот одна там какая-нибудь эта табличка, она уже будет полезна и хороша. Поэтому можно придумывать какие-то дешевые способы и в то же время очень эффективные. И у малого бизнеса такие возможности есть. То есть верно ли я понимаю, что если, допустим, там, владелец какого-нибудь заведения, допустим, решает сделать немножко свой бизнес экологичным, об этом прям нужно говорить, постоянно говорить? Да, об этом нужно заявлять, и это оказывается еще и конкурентным преимуществом. Это является еще, это тоже становится частью бизнеса.
А есть ли у тебя какие-то примеры конкретные малого бизнеса, который как-то изменил себя, стал более экологичным? Есть ли такие истории в регионах или в столице? Я знаю примеры бизнеса, которые инициируют изменения в обществе. Например, в Дагестане. В Дагестане очень серьезная проблема обращения с отходами. Там нет системы обращения с отходами, там нет ни полигонов, ни системы вывоза отходов. Естественно, нет переработки, нет никакого раздельного сбора отходов. Есть несколько небольших бизнесов, там полезный магазин, который торгует экологичными товарами. Создательница этого магазина организует первые эколого-просветительские мероприятия для всех горожан, для того, чтобы увлекать их в экологичный образ жизни. Я разговаривала с крупным ресторатором, но он заявлял, что у него практически нулевой углеродный след от его бизнеса, и спрашивала, каким образом он его внедрил. И он как раз и говорил, что очень-очень постепенно, в течение долгих лет к этому он шел. Никогда не нужно торопиться. Есть пример еще замечательный маркета. Есть в Москве есть такой маркет Вегмарт. Это большой фестиваль вегетарианской еды. И у этого фестиваля есть команда экологизаторов. И они в течение нескольких месяцев придумывали, как изменить систему, как сделать так, чтобы меньше отходов шло на полигон и больше отходов шло на переработку. И в течение многих месяцев они внедряли все эти решения. И со временем они пришли к тому, что они 85% отходов сдают на переработку. Но эта цифра росла постепенно. Есть ли у тебя вот чек-лист советов предпринимателю, который хочет сделать свой бизнес экологичнее и чище? Ну, во-первых, бизнесов-то может быть, Да, их может, может есть быть. какие-то универсальные правила, там, меньше воды используйте. Ну, безусловно, там это экономия ресурсов, но я думаю, что у разных отраслей есть разные способы, и нужно, конечно, изучать, нужно смотреть, что есть на рынке, что появляется нового. И важно еще учитывать, одно из таких важных моментов, это не стать гринвошером. Это что? Да, гринвошинг – это когда экологичное подменяется псевдоэкологичным. Ну вот, допустим, когда бизнес переходит с пластиковых пакетов на бумажные, например, да, есть уже исследования, которые доказывают, что бумажные пакеты менее экологичные, очень сильно, при производстве бумажных пакетов затрачивается больше ресурсов, чем при хороших пластиковых. Да, то есть находить такие решения, которые являются действительно экологичными. То есть, опять же, не делать скоропалительных таких решений, которые могут оказаться ошибочными, а изучить сначала вопрос, понять, на что ты готов позже, к чему ты пока еще не готов, и потихоньку начинать действовать. Ну и последний вопрос. Какими платформами может воспользоваться человек, который хочет наконец-то приобщить себя к экологии и быть экологичнее? Ну, я, конечно, прорекламирую свою платформу Эковики, потому что на этой платформе можно найти все, что угодно, начиная вообще из любых сфер. То есть там есть, вообще у движения эко, есть проект «Эко-класс», когда ты можешь производить волонтерские эко-уроки, если тебе нравится заниматься с детьми. Есть есть программа «Зеленые вузы России», Ассоциация зеленых вузов, можно вступить в эту ассоциацию и на уровне вуза студентам внедрять зеленые решения прямо вот в вузе, и есть готовые технологии для этого, нужно просто узнать, как это делается, и делать, собственно. Если ты просто человек, то ты можешь на индивидуальном уровне, на своем доступном тебе и удобном для тебя уровне что-то делать, и если тебе масштаб нужен какой-то более широкий, ты, соответственно, можешь увидеть, что может делать человек, которому хочется реализовывать уже серьезные проекты, в том числе экозащитные.